Друзья, всем привет! Это прямой эфир нашего шоу. Это уже второй прямой эфир, который мы делаем. Первый был рекордный, 12 часов. А сейчас мы пришли к вам на час. Мы это Алсу Хафиз. Хам Лейля Лерон барыгызга да сәлам. Һәм без бүген үткән 2 атнада булган яңалыклар турында сөйләшербез. Почему я говорю на татарском, не знаю. Ты просто меня компрометируешь, что все люди думают, что я не знаю татарское. Руслан, сказали, пришел Эльмир Низамов. Вам нужно поставить третий стул. Эльмир Кидамей? Да, Мы вас не предупреждали, но у нас сегодня гости. Это будет Эльмир Низамов, и он нам расскажет про один интересный проект. Поэтому нам нужно подвинуться, чтобы освободить ему место. Дайте место композитору! Татарскому композитору! Нихухрим-ухрим, да, влезь. Вот, сейчас давай как-нибудь посерединке посадим его. Же. Да? Да. А тут мужчины должны сидеть посерединке, в маленькой, так сказать. Сегодня будем обсуждать новости после этого всего, да? После общения с Эльмиром. Так, Эльмир, сәлем! Сәлем, кызлар. Әзер мисең? Син әзер? Мин дә әзер. Всё, Безнең дә йолдыз булырга тиеш. Или мы по очереди? Я по очереди болсын, барып сөйләтмибезме бергә? Безнең уже туры эфир башланды. Ул безнең рус телендә. По поводу сейчас. О, без пафоса. Здесь нет зеркал. Син барып килсәң була алайса. Мы пока вам напомним, что нужно подписываться на канал, ставить лайки, показывать это видео своим друзьям и обязательно комментировать. И еще такая есть у нас новость. Мы отправили все подарки, которые были должны вам. Да, Так что проверяйте свои почтовые ящики, скоро вам все дойдет. Знаете, какая новость очень хорошая? В Казани, я не знаю, я уже вот где-то полгода отправляю посылки, и Почта России, там, кто работает, они опупенные просто. В смысле, классный специалист? Классный специалист. Я подхожу, теряюсь, то есть такую огромную почту, я там посылку не отправляла ни разу. Он мне говорит, скачайте приложение Почты России, и там вам будет, да, и там будет дешевле. На 200 рублей дешевле. А мне на Почте России оформили электронную цифровую подпись. Вот, видите, как круто. Так что все растет, все меняется, и люди не стоят на месте профессионально. Вот. А о чем мы будем говорить с Эльмиром Низамовым? Он расскажет про проект, про творческую лабораторию, которую делали в рамках Калиб. Есть такое у нас молодежное движение, где собирают... Там вообще есть молодежь? Конечно. Ладно, хорошо. Всех вообще, кого я знаю, там выше, старше 30. Потому что тебе больше 30. Ну ладно, окей. В общем, нам собрали тройки. 37 год. Собрали тройки, это поэт, композитор и... Драматург, нет? Нет, исполнитель. Ага. И сочиняли песни. Классно. Да, эти песни был уже полуфинал этого конкурса, и я послушала. Есть хорошие, есть не очень. Алсу вообще ценитель, она вообще всегда в теме, я от всего отстаю, узнаю самые последние новости, вот когда читаю только при вас. И поэтому очень я летящая обычно в программе. А Алсу всегда в теме, в материальчике, как говорится, да? Что есть, то есть. Вот. Ну что, пока Эльмир подходит, мы можем какую-нибудь первую новость уже начать Да, читать. давайте. Я только за. Первая новость у нас такая. Татарстанский муфтият, Духовное управление мусульман, объявила 2020 год годом родных языков. Здорово? Никто не объявил, а Дума объявил. Что хотим, то и творим, сказали они. Но муфтият на самом деле проводит такую, довольно-таки большую политику по внедрению татарского языка в общество. И с 2016 года вагазы идут на татарском языке в мечетях пятничные. И уроки при мечетях есть бесплатные татарского языка. Не знаю, кому они помогают, но, наверное, кому-то помогают. Так что они молодцы. Эльмир безнен әзер. Так, это Ишибез. Уртага. Алсу, пора, пожалуйста, я включим с камеры. Рахман, телефон. Бұл біздің танылған композиторымыз. Сәлем, исәнмесез. Вот. Ишибез. Без біріншіден ұрыша слышимся. Раз. Всем привет. Да, у нас есть гости. Сегодня это Эльмир Низамов, татарский композитор. Твои вещи играли же где-то в Европе даже, да? Работы, вещи, может быть, не играли, Работы. не висели. Работы. Да? В Европе И исполняете? в Европе тоже.
А где В еще? Европе тоже. Америке. И в Америке, и в этом году, ну уже в прошлом году, получается, в Латинской Америке впервые моя музыка звучала. Класс. И в Австралии звучала, и в Новой Зеландии. В общем, Здорово. берем мир, стараемся брать, по крайней мере. Классно. Татары должны завоевать мир. Но сегодня не об этом. Да. Сегодня о проекте, который вы делали в рамках Калиб. Да. Расскажи поподробнее, что это. Делаем он, на самом деле, вот сейчас прям в самом разгаре. Этот проект называется «Безденный жир», что в переводе значит «наша песня». Задача этого проекта в том, что на протяжении всего того времени, что существует Калеб, ведь его как бы задача была, самая главная миссия — это содружество молодых и талантливых людей. Мгм. Молодых. Молодых. Мгм. Я считаю, что мы очень молодые. И самое главное, чтобы эти люди, ну, в этом содружестве что-то создавали. И мы на протяжении всех этих 5 лет, и у меня были там творческие встречи, там одна из самых первых встреч была посвящена моему творчеству. Мы писали песни, мы писали какие-то вокальные такие вот произведения разные, то есть это содружество поэта, композитора и исполнителя, естественно. И мы вдруг осознали и решили, что вместо вот таких вот точечных уже каких-то произведений было бы здорово сделать большой проект, который взбудоражит вообще татарскую песенность, что мы создадим новый репертуар, с одной стороны современный, с другой стороны продолжающий вот эту линию наших выдающихся авторов, композиторов, исполнителей, чтобы это было, с одной стороны, и качественно, чтобы это была преемственная, чтобы это была национальная музыка, но чтобы это было современно. Вот как это симбиоз сделать, чтобы оно было современное и национальное, и еще продолжение того, что у Это нас же есть? эстрада, правильно я понимаю? Это эстрада, но опять же, вот я сказал, что у нас очень много, допустим, было и есть, и остается, вот, допустим, там, людей, не знаю, кто-то пишет стихи, но не знает, как вот... как их Где там- найти да, композитора. да, где найти композитора. Композитор не знает, где найти слова. Исполнитель не знает, где найти песню. Их обоих. То есть, да, и вот этот вот как бы механизм, он очень такой, ну, буксующий. Конечно, есть какие-то связи. У меня уже за эти годы, в принципе, круг образовался, но ведь авторов же очень много. Мгм. Это же должна быть вообще целая плеяда. И поэтому вот этот вот как бы механизм, вот этот безнадежер, вот этот Калиб, вот это все вместе, оно соединило. Мы написали в прошлом году около 30 с чем-то уже песен. Мы их презентовали, мы их показали, у нас была целая лаборатория, обсуждали, и была и критика, была и похвала. Это были и исполнители, некоторые из них уже признанные, мы их знаем, некоторые совершенно новые. Но итогом этого всего сейчас должен стать концерт, большой концерт. И, естественно, конечно, записи. И самое главное, что это репертуар. Некоторые песни уже звучат, как бы, Да, живут своей У жизнью. Эльзы Исламовой я слышала на И концерте. у Эльзы, и у Артура, и вот мы с Ильнарой Мирановым я писал ему песню. И с ним. А ты вот очень в много рамках всего. вот этой лаборатории сколько песен написал? Я написал 2 песни, и сейчас вот буквально вот прям вот в эти дни я пишу 3-ю песню, финальную песню этого проекта, который так и будет называться «Наша песня». Это как бы завершающая такая песня, да? Ну как да, в да, вот доверили мне, и для меня это большая честь. На самом деле давно пора на эстраде, чтобы появились хорошие качественные песни, потому что сколько можно уже нужны новые темы и нужны новые вещи. Мне кажется, новое нужно всегда, а что останется уже там в поколениях, это все только время расставит. Ну, кто-то все равно Да. продолжит слушать Фирдус Тимаеву. Ну, естественно, но у нас должна быть альтернатива. То есть наш круг тоже, я тоже хочу что-то слушать на своем родном языке. Не только же западную музыку, я хочу, чтобы была хорошая музыка и на моем родном языке. Ну вот я была на презентации этих песен, и от жюри была такая критика, что очень мало мелизматики, очень мало какой-то татарской особенности в этих песнях, которые были представлены. Ты что думаешь по этому поводу? Я думаю, что каждый автор, мы живем здесь и сейчас, мы слышим наше время. Естественно, у авторов не может это не отразиться. Мы не можем писать музыку как в эпоху там, Сайдашева и так далее. При всем уважении, восхищении, поклонении. Мы все равно дети своего времени. И те влияния, которые на нас оказывают сознательно, бессознательно, они все равно возникают. Мне кажется, что та музыка, которая там родилась, она национальна в той степени, в которой в наше время оно дышит. Конечно, я сам в своем творчестве, бывают
там задачи, когда мы делаем такую вот, ну, стилизованную под фольклор, что-то очень такое вот именно традиционное. Бывает, что наоборот, вы должны от этого отойти и так далее. Но мне кажется, что все ребята писали искренне то, что они хотели. Мгм. Это не был заказ какой-то такой. Мы почти все выбирали темы сами. Мгм. Не почти все, а все. А какие темы выбирают? Вот? Любовь, родина. Ну, естественно, есть тема любви, без этого никуда не деться, и, наверное, вообще песня не рождается, когда это чувство есть. Но помимо этого были и совершенно другие вообще тексты. Вот, допустим, одна из моих песен мы написали с Луизой Янсуар, специально для Алсу Файзуллиной, актрисы да, Корейского театра. Я подумал, что какую песню может спеть актриса? Актриса может спеть об актрисе, о своей жизни. Она ее знает изнутри. Я решил, что мы решили вместе, что это будет песня именно про творческую жизнь вот именно актрисы на сцене, что такое сцена для нее, и вообще, как она себя это видит. И вот песня была об этом. И были и другие авторы, Ну, которые взяли исполнитель был специально. здорово подобно. Если бы пел кто-то другой эту песню, было бы, наверное, А не здесь же происходило... так. Так и Здесь задумано было. песня создавалась под нее. Да. Ну, на самом деле, вот я так очень люблю делать, потому что любое произведение должно быть органично. Если, допустим, у нас был бы первый тур, надо упомянуть, что он был вообще по жребию. Наши вот эти вот как бы тандемы, композитор и поэт, и певец, певица, все это мы тянули в жребий, кому что попадало. И если бы не попал, я не знаю, какой-то другой артист, я думаю, что песня была бы уже не про актрису, а что-то Да. другое. Вот, поэтому здесь такой вот именно А если творческий тебе поиск. бы не захотелось работать с этим поэтом? Ну, Бывало так? Был такой вообще? Или все работались, и никто ничего не сказал против? нет, бывали, конечно, сложности. Были как бы такие команды, которые очень, очень продуктивно что-то сделали, очень быстро, а были, которые, ну, какие-то песни, да, не сложились. Да, кто-то там слова написал, а музыка там не родилась. Кто-то хотел музыку, а слова, видимо, может быть, там были не те, которые нужны. Это все-таки очень тонкий процесс, это вот так вот. Творческие люди, Это они, как бы да. любого, как бы с любым вот так свести не получится. Не знаю, мне в этом плане то ли повезло, потому что мы с Луизой, в принципе, уже давно друг друга знаем, и это наша не первая работа с ней. То ли все-таки есть люди более гибкие, а есть, которые вот менее гибкие. Все-таки мы все разные. Вот. Но в любом случае родилось много произведений. И у каждого есть, мне кажется, будет своя жизнь, какой-то Да, своя и ниша. очень хочется, чтобы Ну, было будет свое площадка зрителя. какая-нибудь, где вот вы это все покажете? большой Нет, обязательно нет. Будет, во-первых, будет концерт. Он запланирован, будет концерт, и после концерта, конечно, все это будет записано, это будет на всех площадках. Я думаю, что продвижением этого продукта мы Будут займемся отдельно. клипы сниматься на все это дело? Ну, это уже как бы отдельная статья. Я думаю, что клипы и конкретное продвижение каждой этой песни, конечно, очень сильно зависит уже от исполнителя, который заинтересован в первую очередь в этом. Вот. А когда примерно будет концерт? Или Концерт неизвестно? у нас запланирован на 14 апреля. О, даже дата уже есть. Да, я не знаю, может это звучит нельзя. Вообще у нас число стояло это. Ну, в общем, Вот. где-то весной Да, весной. мы Весной. услышим много хорошей музыки. Маловерса. Очень Да. круто, очень круто. Вы молодцы. Да. Вот. И давай еще от тебя топ-3 песни, которые должны послушать наши зрители обязательно. Ого! Велик соблазн назвать все 3 свои. Только сделай это. А это какие? Это какие должны быть песни? Русские, Вот который должен татарские? услышать любой человек в своей жизни. Каждый человек в своей жизни должен это услышать. Ого! Вопросы такие вопросы. Вот это сейчас. Ну, там пленка еще не закончится же, Нет, да? нет, Там- думаю, Есть время подумать. Я не знаю, нет, естественно, я сейчас скажу то, что на меня очень сильное Ну, влияние конечно. оказало. Пусть это будет 3 песни, одна из них будет татарская, другая русская, потому что мы живем в России, и третья, конечно, какая-то мировая. Я думаю, потому что я сам слушаю совершенно разное. Если говорить про англоязычные песни, то я бы, наверное, для себя назвал, почему-то я сейчас об этом вспомнил, Шоу Мазгу. Я почему-то тоже про нее подумала. Ну, скорее Потому всего, что эту песню она все так слушают. громко зазвучала у меня в голове, что все это услышали, наверное. Не знаю, потому что я мало того, что шикарная музыка и потрясающее исполнение, когда ты читаешь текст, и ты знаешь контекст этого всего, это одна из последних песен великого Фредди, и он знал
когда Что он пел, уходит, да. что это, да, что ему осталось совсем немного, это просто невероятно. Да, у меня аж прям мурашки. Поэтому для меня это не просто песня, это какой-то... Ну, еще шоу Must Go On, вообще, мне кажется, для нас, для всех, что, ну, вообще, как бы жизнь продолжается, нужно Да. все равно идти дальше. Это во всем, это не только на сцене, это вообще в жизни. Так, русское тогда теперь нужно, какое-то русское. Если мы тоже услышим, да? Да. Ой, русских песен. Не знаю, у меня какое-то сегодня такое позитивное настроение. Вот буквально недавно, буквально там сколько месяцев, может полтора назад, был юбилей у, я считаю, что великого русского композитора, советского, русского, Бахмутовой. И песня «Надежда», «Мой компас земной». О, класс. А удача, награда за смелость. Какие слова? Мне кажется, эту песню можно слушать вот на протяжении всей своей жизни, будучи ребенком, Да, будучи и всегда она будет человеком, актуальна. и она всегда будет актуальна. Там в маленькой небольшой песне так сказано много всего, поэтому для меня я эту песню переслушиваю вот, в разных исполнениях. Так, а татарская? Сейчас скажу татарская. Это прям уже очень волнительно. Это очень волнительно. Так мы так как бы ближе как бы к себе идем, да, как бы мир, Россия и уже татарское совсем свое родное. Сейчас скажу. Пока Эльмир думает, я предлагаю вам в комментариях тоже написать свой топ-3 песен, и потом посмотрим, может что-то сойдется, да, может кто-то вообще какую-то песню неизвестную напишет, Да, кстати. которую никто не знает, а она заслуживает Внимание. внимания. Мгм. Классно. Так что ждем от вас конструктивных И комментариев. сейчас Эльмир свое произведение не назовет, то обязательно его Я- произведение тоже Я напишите. борюсь прямо, борюсь, думаю, нельзя. Будь скромнее, да? Да, скромность наша все. Да. Обязательно послушайте, потому что я была на концерте, Асу тоже Мгм. присутствовала, недавно мы ходили. Это волшебно просто. Ну, вот сколько времени мы тебе дали? Нет, на самом деле очень много музыки в голове крутится там от Итуанта, заканчивая там какими-то современными песнями. Я, наверное, назову песню, которая... Я помню, когда мне было 24 года, я впервые поехал за границу. В первый раз я увидел Европу, это была Вена. И я помню, что у меня с собой был еще вот плеер, вот еще с дисками, да, по-моему. О, да, скорее всего, По-моему, так и мне да. еще не было вот этих вот всех гаджетов. Это было, Ну, тогда и, наверное, вообще этих давно. гаджетов не было. А уж не Такой было. диск. Эльмир не такой старый. 24, нет, я помню, что вот на Нет, это- возраста, это 24 был- у меня был такой дисковый вот плеер. Ну вот да, кстати. Ничего себе. Время просто очень время быстро бежит. И я помню, что я слушал на этом диске сборник романсов Рустема Яхина. И там почему-то вот именно там, когда ты как бы далеко, ну, когда ты не слышишь родную речь вокруг себя, это особенно настолько меня вот как бы сжало внутри, настолько я себя почувствовал татарином в этот момент. Гордость, Да. нацию, да? И я слушал песню Карима Эле Урманарва. Я эту песню очень сильно люблю. Вообще для меня Рустем Яхин это не просто композитор, а это такой старший коллега, у которого я многому учился, и мне кажется, сейчас учусь. Это содружество, и там есть и наша традиция, там есть наш мам, и при этом он сделал что-то свое, он не повторил, он родил свой музыкальный мир. Для меня это вот очень важно, поэтому я назову, наверное, вот эту песню, называя эту песню, я вообще называю, может быть, вообще татарский мол в целом. Вот. Классно. Классный топ. Обязательно Спасибо переслушай большое. сегодня. Всех еще раз зовем посетить Безнангжер фестиваль. Как фестиваль можно это назвать? Гала-концерт, наверное. Гала-концерт, да. гала-концерт. Фестиваль, а кто знает, может, в будущем Да, будет может фестиваль. быть, это фестиваль. Да. И слушайте побольше хорошей музыки. Да? Спасибо большое. Спасибо. что Беду Рахмет. Всем, До Рахмет, встречи. спасибо большое, что так легко отзываешься, приходишь всегда. Ну как? Всегда рада тебе. Вот. Всё, а мы продолжаем. Еще раз глянь, у нас не закрывает ли камеру наша замечательная лампа? Закрывает, да? Отлично. Как мы любим. Нет, итсминдо. Итейте. Самый главный вопрос. Ага. Как это теперь смотреть? Это будет на ютубе сохранено на верса, так Да. что это... Да, если у Лейлы не сядет батарейка, Как это называется? Ютуб канал наш, мы тебе пришлем ссылочку, ладно? Все.
Понял. Ты посмотришь, как это Просто всё было. Эльмир еще не видел выпуск. У нас Я 7 не выпусков. видел. У нас 7 выпусков вышло, если что. Это я говорю типа вам, но ему. Мы там обсуждаем, мы здесь обсуждаем новости татарские, около татар. Ну, так что так. Все, до встречи, пока-пока. Пока. Пока. Итак, Ну что, друзья, мы продолжаем. Такое какое-то необычное ощущение. когда мужчина был в гостях, да, там сразу же... Ну, я не про это, но это тоже. Просто давай продолжим. Давай, как в нашем любимом формате, мы читаем новости и обсуждаем. Вот. Так вот, хотим рассказать вам о новом законопроекте, который у нас в Татарстане тут вступил в силу. С этого года законодательно закреплено, чтобы татарский язык звучал с каждой сцены Республики Татарстан. И у нас появился вопрос, а как это будет проверять? Да. Как? Да. Да? И я говорю, ну как-то же в матерные слова вот нельзя же употреблять, и когда их употребляют, сразу же исполнители штрафуют. Наверное, здесь тоже какие-то органы будут отслеживать, да, чтобы в каждой Ну, сцене... либо, если ты сидишь на концерте, В актовом зале, в русской школе, и ни одного татарского. Ну, то нужно писать жалобы, я считаю. Так, государственный язык. На всех, на учителей. ну нет, если серьезно, вот мой молодой человек, он ведущий, и в последнее время, когда он ведет какие-то концерты, он всегда приглашает какого-то соведущего, который говорит на татарском языке, потому что он всегда говорит корректно, когда два языка звучат со сцены. Например, он ведет какой-то концерт на заводе, да, и в этом заводе же не работают одни русские, там работают татары, и когда их кто-то поздравляет с Новым годом или с 8 Киталя. мой был бьютайн, был татар время. Хотя вот, конечно же, наши ведущие русскоговорящие, они могут какие-то фразы выучить на татарском языке и тем самым облегчить ситуацию, да, потому Ну, что... хотя бы хайрли кищ. Да. Бейрам, блин, еще что-то. Ну, то есть это реально, короче, это реально, это вообще никаких штрафов не будет, я надеюсь. Просто будет больше татарского со сцены. И это здорово. Это здорово. Где наши отбивки? Где наши Ты отбивки? сегодня за отбивки давай. Давай, ты поближе. Мне кажется, там все отлично. Да, ладно. Так, мы продолжаем музыкальную тему, продолжаем тему татарской музыки в Америке. В Карнеги-Холл прошел гала-концерт фестиваля Узгариш-Жиле. Узгариш-Жиле уже 5 лет шел в республике. Это тот самый фестиваль, где берут старые песни и переделывают им аранжировки. Я помню, как это все появилось, когда Рустем Миниханов сказал, что тут Г у нас на сцене вообще, этими оляпистыми костюмами, не короткими, что вообще происходит, давайте это менять. И вот буквально за одну неделю придумали этот фестиваль, и все понеслось, и вроде что-то меняется. Рустемовой, На самом деле, у меня к этому фестивалю, негативное отношение. Мне это не нравится. Мне больше вот приемлемо то, что делает Халиб, потому что они создают новое. А если тогда ты в старом меняешь аранжировку, от этого мало что изменится на эстраде. Ну так вот, в Карнеги-Холл собрали всех татар Северной Америки и устроили им концерт. Ведущей была Чулпан Хаматова, и в связи с этим перед началом концерта один из местных активистов даже устроил пикет. Вышел с пакетом. С пакетом он вышел. Он бы вышел с пакетом, если был бы против пластика, а только против Чулпан Хаматовой. Против пластика говорят, у нас, да, а этот чувак, вот он против Да, в Чулпана. общем, у него есть претензии к Чулпан из-за того, что она не говорит по-татарски. Чулпан, Просто в Америке не действует тот самый закон о двуязычии, о том, чтобы все Со были... сцены должно звучать два языка. Ну что ты, Как бы, Чулпан? вот. И у него была претензия к Чулпан по поводу того, что она очень давно, 7 лет назад, поддержала Владимира Владимировича Путина. По-моему, у нас фамилия Путин первый раз в выпуске. Путин! Путин! Несколько раз повторим. Классно, все идет, спасибо. За комментарии мы их не видим пока, но потом зачитаем. Да, хором мы сказали, Да. как всегда. Кстати, зайдете потом, да, к себе и зачтете все Да. комментарии. Всё. Да. Пишите, пожалуйста, нам очень приятно.
По поводу Чулпан хочу сказать, мне она очень сильно импонирует, она очень красивая, крутая актриса, она занимается благотворительностью, и я хочу в свое время стать такой же крутой, как она, чтобы у меня было настолько хватало мощи, чтобы вести вот все эти вещи, которые она несет в массы. И да, в 2012 году она поддержала Путина, но посмотрите ее одни из последних интервью, где она говорит... Где она раскаивается. Ну, почти раскаивается, да. Но не в этом дело. Забудем про Путина. Путин. Еще знаешь, что Путина нет. Ну все, теперь нами точно заинтересовались. Вот, поэтому я считаю, что против Чулпан не надо ничего гнать. Не знает она языка, и таких татар Ну много. как же, она еще говорила про то, что ее заставляли учить татарский язык. Она очень не хотела, но ее очень сильно заставляли. Вот еще из-за этого на нее многие общественники. Ну смотрите, меня заставляли... Зато честно, она же честно. Нет, меня заставляли пить молоко. И с тех пор я не пью молоко. Нельзя детей ничему заставлять. Понимаете, все должно быть играючи и весело. Я Чулпан вообще все, я ее люблю, и отстаньте от меня. Хочу смотреть Зулейха, открывать глаза. Это призыв я не люблю. Почему? Зависть. Кому, Зулейхе или Гузельяхиной? Яхина, то, что она написала хорошее произведение, которое стало российское. Что не умеешь радоваться за людей? Нет. Блин, такие просто открытия на прямом эфире. Я вот не знала. Не, я вот недавно давала интервью и сказала, что большая проблема татарского народа – это зависть и двуличие. Ну, зависть, это можно с другой стороны это посмотреть. Почему татарские деревни такие красивые и ухоженные дома там? Ну, потому что они, типа, соревновались я между ушла. собой. Но еще же делают так, что, типа, пускай у него дом сгорит, и тогда у меня будет дом лучше, понимаешь? До такой степени доходил в некоторых деревнях, понимаешь? Это вся зависть. Да, вот, так что... В общем, Чулпан, вам успехов и удачи. Я знаю, что вы смотрите этот выпуск. Чулпан красотка, вот и все. Так, продолжаем тему татарского языка. Заголовок просто, он шикарный. Просто май был пьесажа. Вы только вслушайтесь. Доля уличных указателей на 2 государственных языках в Татарстане достигла 100%. В это хочется верить. У меня перед глазами просто как будто все на 2 языках, все уличные указатели. Но на самом деле речь идет только о названиях улиц. Так, Шамиль Усманов Урама, улица Шамиль Усманова, к примеру, да? Или, например, Шишмеле. Классно же? Ну, просто Шишмеле. И Шишмеле. Не, на самом деле, просто топографические названия же их не переводят. Не знаю, это может быть у меня. Но их же не переводят, и мне нравятся такие улицы. А некоторые все равно почему-то умудряются переводить. Почему не перевели станцию Дубравна на Имядлик? Да. Кому задать этот вопрос? Да ну-ка. Там Суконная Слобода, Сукна Бистеса имя, Кежа Бистеса, все переведено. Метьево, Горки. Горки. Метьево, Эмет-станция. Станция Седан. В общем, так, да, вот работа ведется. В районах, в городах по всей республике переводятся уличные знаки на татарский язык от нас. Синенькие такие. Но я вот только позавчера видела. Зачем не сфоткала, не Название знаю. улицы. Там был только на английском и на русском. Вот такие отчеты подают наши чиновники. На самом деле в новости там тоже писали, что многие районы отчитали, что у них 100% переведено, а Только на татарском. на русском. Блин, было прикольно. Блин, вот когда пишут указатель на татарском, но не используют татарских букв, это же не татарский язык. Нет, это какой-то вообще несуществующий язык. Да. Так что это тоже неправильно. Потому что такие случаи есть, где с ошибками пишут, но я не знаю, кто их переводит, кто на местах не проверяет, а потом все это отправляется и печатается на этих классных синих надписях, да. Это же деньги, бюджетные деньги. Кстати, о деньгах. В Татарстане нужно еще перевести 5000 знаков дорожных. Я думаю, это идет речь об указателях. Вот пресловутый Шахарузяге. Наш любимый. Вот на это, на 5000 знаков, планируется потратить в 2020 году 191 миллион рублей. У кого есть калькулятор? Посчитайте, пожалуйста, что вообще происходит. Там какие-то золотые слова, что ли? Просто очень хотелось бы верить, что в этот 191 миллион включена зарплата корректора. Да, кстати. Знаешь, Я просто сама себе уже пообещала, что если я найду хоть одну ошибку, мать мою женщину, да, за ногу, я буду судиться. Все. Потому что достала. Лейля Брагanaita. Пора, Зана, я слежу за вами.
Делайте нормально, нормально будет. Да. И денег не жалко. Вообще не жалко, если это будет правильно. Потому что, ну, нельзя так. Это все-таки язык государственный. Ну, а что нельзя, так что нельзя, товарищ. Яромый. Продолжим тему транспорта. Это прекрасная новость, она мне очень нравится. Один из самолетов Аэрофлота, хоть Аэрофлот себя в последнее время зарекомендовал не самой позитивной компанией, но Бедные всё-таки кошки. Честно, очень один из самолетов Аэрофлота назовут именем татарского поэта. И у вас есть 10 секунд угадать. Это не Тукай. Тоже тогда кто? И вам сразу же на ум приходит еще один классный поэт, потому что у нас других-то и нету, да? Саджари. Да. Здорово же, самолет именем. Я очень надеюсь, что те, кто вот будет при посадке заходить на этот самолет, увидят, что название самолета Муса Джалиль, они тут же загуглят, узнают, кто это такой, и прочитают пару его стихотворений. А в Уфе, кстати, есть крейсер. Имени Тукай. Знаешь? Пароход. Он где, по реке Белая? Ну, он плавает, короче, где-то. Капитан, я просто помню, что это капитан делал. Капитан Абдулла. Нет, ну, русский мужичок, и он на фоне этого Тукая Да? с этим штурвалом плывет. И я такая, ну что вообще происходит? Что происходит? А оказывается, вот в Уфе есть такой вот крейсер, корабль. А корабль Мустай Карим есть? Интересно. Не знаю. Вот Тукая есть, представляешь? Обалденно. Здорово. И еще хотела сказать, что вот у нас сейчас аэропорт же называется Мгм. именем... Ау? О, Юлда, салям, Юлда. О, салям, О, класс. салям. Сейчас Да, только говорим одну новость. И сейчас сядем. И к следующему гостю перейдем. Вот, и Лапла Тукай же у нас называется аэропорт. И я в свое время голосовала за Девятаев. Тебя не пустят в аэропорт. Кажется, что это было более логично, поэтому я не знаю. И в завершение этой новости еще хотим сказать, что если вы приезжаете в Казань на поезде, если вы приезжаете из Москвы и уезжаете тоже, вас будет провожать марш Салих Сайдаш, марш Красной Армии. И, как выяснилось, Казань, Татарстан — это вообще единственный регион, где вот звучит музыка местного композитора. Москву и Питер мы в счет не берем. Но вот единственное эксклюзивное соглашение между Татарстаном и федеральным министерством вот есть только у нас, и такое эксклюзивное право есть только в Казани. Ты знаешь, как играет? Да, но мне Включите Шазам. Плохое слово мне. Так, Юлдус, едем, давай. Да, Юлдос. Снова перемещаемся. Йоксин. Не, вот так даже. Так, Сейчас записано, что ли? так вот. Так. Сколько Я возьму чуть-чуть сюда. чуть-чуть сюда, не надо, что ли? Да, вот. Восемь средств у нас? Е. Мгм. У нас тут, короче, урща. Да. Вот. Так что... Вот сейчас уже Костахаева. Сам, да, он вообще такой. Это нормально. Вот так на большую массу мы вещаем на русском. Да, Ильмир у нас уже был, уже рассказал про проект немножечко, но с точки зрения композитора. Вот. Теперь твоя точка зрения на все это. Мы уже знаем, что это была лаборатория, где соединяли композитора, поэта и исполнителя. Ну да. Вот. Ну да. Ну, это было интересно, очень. У меня очень сильно поменялось. Ну, не только у меня, наверное, восприятие. Мы вообще же друг друга не знаем. Ну, как бы, мы поэты там отдельно тусуются, там композиторы с певцами отдельно тусуются. Вот, и никто Ну, не соединял вас, не собирал, соединял да. никогда. И как бы, когда даже они песни писали, композиторы, ну, там, они точечно выходят на поэта, а мы с певцами вообще не знакомимся. Мгм. И потом там композитор говорит тебе, вот это слово надо поменять, типа «жерща жерлявым». Что, он не может произнести, что ли, Да, получается? ну, не может произнести. И ты такой думаешь, Почему? Не никшо. как, ну, может быть сложно произнести слово «дикать» там. Типа, Ну, да. Вот, а потом, ну, вот, во время лаборатории у нас еще там мастер-классы же были. по произношению слова диктат, Да. целый урок. Ну, не, на самом деле, ну, как бы это, оказывается, никак не связано ну, со знанием татарского языка, там все такое, а это связано вот с музыкальной частью, то, что очень сложно петь слово «диккат». Ну, наверное. Вот, и у них там свои правила, и Мгм. вот это было Поэтому поменяли интересно. на слово «мямин», да? Чтобы еще было легче. Вот. Ну, вот с этой точки зрения было много открытий, мне кажется, потому что, ну, песенный жанр — это вообще отдельная тема. Это вообще по-другому, наверное, стихи нужно писать. Да, Вообще
вообще по-другому. Ну, Мгм. типа, у тебя есть какая-то наработанная, ну, не знаю, ты привык как-то писать. Мгм. Там, а тут вообще все ломает. Мне кажется, рок на это можно написать какой-то. Ну, у Зули получилось неплохо. Да, но академу, мне кажется, нет, очень сложно. Сколько песен на твои стихи было написано? Ну, у нас у всех по 2, Мгм. потому что Да. у нас было 2 тура и 2 команды. Мгм. Вот, и мы работали, ну, с теми, с кем никогда не работали. Нам Эльмир сказал, что сначала был вообще жребий. Да, Кто тебе был достался жребий. по жребию? По жребию мне досталась классная команда, как у нас ничего не получилось. Но команда хорошая, люди хорошие. Да, команда была супер, просто как на подбор. Это был Ильяс Камал, который О. только недавно там выпустил оперу свою. Вот, и супер вокалист Эльза Заири у меня Ух была. ты, здорово. Вот. И мы все такие были рогатые, и в итоге написали что-то очень вот такое. То есть получили много критики, да, то есть не сработало? Ну, критиковать, конечно, никто не решился, но это было сложное произведение. Вот. Ну, это такой джаз со сложными словами. Ого. А, Это идея Ильяса была делать джаз? Ну да, я же уж в этом ничего не смыслю. Ну, Ильяс просто сказал, напиши вот, типа, текст такой, чтобы у него размер менялся там все время, чтобы было интересно поработать с музыкальным. Я написала, а он, ну, когда мы должны были сдавать песню, он был в Москве, вот, и он в итоге в последний день там написал на Красной площади, такой звонит, ой, я написал, всё, присылает, там Эльза такая, ой, это же симфония, как я до завтра выучу. А какая тема была песни? Тема была, ну, любовь. Ну, любовь. Любовь! А во втором туре с кем ты работал? А во втором туре был Айдар Сулейманов, Мгм. вокалист, и Зуля Раупова. Это Акбура. Акбури, Мгм. да. Новых имен, да? У вас тоже так? Потому что я сижу такая, я ее знаю, мы с Юлдой вместе учились. Все. Вы же не в одном классе? Нет, она была в А, я в Параллельно. Б. А, параллельно. Да. У вас было соревнование между классами? Не знаю, было ли. Ну, мы съездили в Москву, мы выиграли. Ну, мы по всей школе, по-моему, выиграли. Соревнований не было, но Лейла выиграла. Ну, мы там макулатуру собирали, не знаю, не думаю, что это параллельно. Мне кажется, это по школе было. Я мы победили. Ну, это было давно, а мы говорим про бизнес. Да, про кадет и безнадежно. Вот, ну, в итоге ни одна из песен, Не прошла? в создании которых я участвовала, не прошла финал. Вот, и прикольно. Слушай, я помню песню Айдара Сулейманова. Она была одна из первых на концерте на полуфинале. Да, Она была сложна. да. Для восприятия? Да. То есть это такой не Но у хит, Эльзы было сложнее. просто даже не Да. представить, да? Она ее не пела на полуфинале. Пела. А, тоже пела. Да. Я ее даже не запомнила. Просто мозг отключается сразу. Да, наверное. Да. Понимаешь, мы поклонники Фердуса Тимаева, к музыке не готовы. Не, Фердус я тоже люблю. Просто Фанат его не было Фердуса. на лаборатории, Мы поэтому, бы такую песню замутили. мне кажется, у нас получилось, и мы бы прошли. Ну, смотри, песни же это попроще, вот, попса, там все такое. Мне кажется, это вообще не про тебя. Не про твои песни, не про твои тексты. Нет? Попса? Попса, да. Ну, я не знаю. Ну, ты говоришь, что рок, да. Рок, Ну, очень, рок, наверное, да. Ну, что-то альтернативное, скорее всего, потому что, там, не знаю, с музыкой, ну, Ну, с такой, поэтому- с академ-музыкой очень сложно. Да, поэтому, может быть, и не выбрали, потому что вот совершенно вот другое. Ну, там в жюри, на самом деле, у меня лично было очень много вопросов. Давайте Очень много. пересмотрим. На самом деле, я еще хочу, пока не забыла, всем посоветовать послушать альбом Зули Камаловой, который они сделали вместе с Юлдас. Вы же вместе делали, можно так говорить, вместе? Ну, это был цикл стихотворений, написанных ранее. А, они были написаны до этого. Да, до этого. Она сама, то есть, Просто, да, Зельфия такая, типа, пришли мне, все, М. и выбрала она оттуда вот этот цикл. Ну, на самом деле, альбом здоровский, я его слушаю уже, наверное, месяца 3, просто нон-стопом он у меня в плейлисте. А концерт, на котором, кстати, Юлдас тоже выступала в одной из песен. Представляешь, и вот, ну, когда такое было? да. Вот этот цикл, кстати, был попса, прям я его просто писала, ну,
для прикола просто. Ну, Могу я слушайте. написать очень просто или не могу. Ну, вот. И для меня это был такой, ну, как текст он для меня не существовал. А когда Зельфия написала музыку, это, ну, у меня отношение просто изменилось к этому циклу. Не потому, что там слова стали лучше, а потому что, ну, музыка настолько, она многослойная, что каждый раз считывается по-новому, мне кажется. Классно. Ну, очень здорово получилось. Что, когда, куда идти, когда будет гала-концерт и где слушать? Да, Твоей песни, конечно, там не будет, может, и не стоит. 14 апреля будет классный концерт, потому что ни одной моей песни не будет. 14 апреля Казанская филармония. Филармония, ага, Да, отлично. в 7, наверное, или 18:30, пока Я не думаю, знаю. мы узнаем об этом поближе. Но там будет 21 песня, плюс вот Ильмир Низамов и Галюса Батталова, которая супер классные песни написала на проекте. Они пишут гимн для этого. А про Гулюсу не Да, сказала. я запишу. Я пишу гимн, а про Гулюсу Баталова не стала. Ну вот Ильмир с Галюсой, они пишут специально для финального концерта еще одну песню. И вот в итоге будет 21 песня на финале. Но песни классные. И Там будут есть- слушать потом, как ты думаешь? Мне кажется, там есть песни, которые прям заходят. Одна из них, она была написана во время первого тура. Ее поет Ильгиз Мухудинов. Написали. Эльмира Джалилова слова написала, Ляйсан Абдуллина музыку. И она прям такая Она зажигательная. была единственная движовая на этом концерте, на самом деле. Может быть, да. Вот. Но мне кажется, там еще нужен такой этот баптистский... Класс. Если хотите услышать вот такую песню на татарском, но для баптистского хора, обязательно идите на этот концерт. Подожди, у нас же классный вопрос есть, да, в конце? Да, но у меня еще до этого есть один вопрос. Килдос, будешь ли ты еще писать стихи для песен? Ну, я, конечно, хочу, но не всегда получается, потому что, ну, как бы проект проектом, но он, наверное, больше послужил для того, что мы познакомились друг с другом, и сейчас там, ну, кто-то на кого-то выходит. И ты наметил, так я вот с этим композитором поработала. Ну, и мне Артур Исламов прислал, он уже написал там музыку, песню, может, напиши слова, но у меня не получается. И Извини, так можно. Артур, Можно извини, что я тебе не отвечаю. Можно Это же рыба называется, это рыба называется. Я представляю песню, мне папа так пишет. Он так там делит на доли, когда уже готово, и под нее уже пишет текст. Ну, мне кажется, так проще. Проще, да, написать, проще, да. Так что вот, и у нас мы задали Эльмиру про топ-3 песен, которые надо послушать любому человеку. А от тебя, конечно, стихи, которые надо прочесть и выучить наизусть, потому что от зубов. Чтобы это знал каждый человек на Каждый земле. важно. Вау. Не прочел, значит, вообще в жизни не было. Да? Ну, не обязательно татарских, но вот таких вот сильных твоих любимых, может быть. Знак. Это очень сложно. Ну, я не знаю. У меня есть авторы, которых, ну вот, сборники которых там каждое стихотворение это стихотворение. Типа, бывает же, вот ты открыл там, о, это классно, а это, ну, ладно, что это такое? Да, перелистнем, да, да. да. А вот есть такие авторы, ну, для меня существуют. Вот открываешь книгу, и там каждый из них. Вот. Их очень много, но я назову 3. Мгм. Раз уж 3 ограничены, да. Мударис Аглямов, Отлично. Аркай Зайдула, Мгм. не, 4 назову. Из лаборатории еще 2. Лили Гибадуллина и Рузель Мухаммедшин. О, взяли сейчас все очень хвалят, кстати, вообще. Не все. Да? Леша, не очень. А что ты ее такого Ну, это такие вот внутри. Мне не обращайте кажется, внимания. он это проплатил там, чтобы черный Чёрный пиарчик. пиар, Да. Почему ты не назвала себя? Ильмир тут говорит, я, говорит, сижу, борюсь, чтобы свою песню не назвать. Не знаю, себя не читаю. А я считаю, читайте стихи Илзы Мигулиной. Вот вам топ-5. И мне кажется, самый большой показатель этого, что многие... Ты замечаешь, что многие молодые поэтессы пытаются быть похожими на тебя, на твое творчество? Не, я не думаю, что это на меня. Что это вообще Вообще, реально? мы вчера была тоже лаборатория прозаическая.
И приходила Данета Загидулина. И мы с ней разговаривали, я говорю, а вы читаете, вот, ну, после нас, которое поколение, вам не кажется, что там неосуфизм появился? И она говорит, нет, это не неосуфизм, это сейчас стилизация. Все похоже, это потому что постмодернизм. Ну, окей. Хорошо. Типа так все я- уже вот так придумано, я поэтому... выкручусь, да. Все уже придумано, поэтому что-то уже похоже друг на друга. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо вам. Было что интересно позвали. разговаривать. Всегда рад тебя видеть, приходи. Вообще, спасибо, что уделила время и что вот легка на подъем и всегда с нами. Да, давай. Спасибо. Анда Евгений бізге қалына. Ну, жинтик школда. Жетекші болдым. Ертең қыздар. Турики, что ли? Я Бүгін тур эфира, я. Всех разогнали. Не, нормально, все хорошо. Ссылки Посмотрим. Давай. Пока. Итак, Давайте продолжим. Время у нас еще есть. да, есть. Как раз коротко, быстро. Да. Как мы не умеем. Следующая новость, она прям последнюю неделю, ее обсуждают везде, где только можно. Ну или мне так кажется, поскольку я всегда в этой новостной политике. Но я думаю, что... Не, даже в Инстаграме все это обсуждают. Я в Инстаграме Ну, только если в Инстаграме... Нет, это не Алена Водонаева, это Марат Хуснуллин. Выходцы из Татарстана назначили вице-премьером нового обновленного российского правительства. Наше правительство? Да. Что, это сулит нам какие-то бонусы, плюсы? Ну, на самом деле, многие говорят, что да, тем более, что Марат Хуснуллин, будучи вице-премьером, который курирует вопросы строительства, подтянул отсюда. Во-первых, он за все 10 лет, пока жил в Москве, подтянул более 40 местных специалистов туда. То и сейчас... Это же утечка мозгов. Что происходит? Да. И сейчас замминистра строительства Татарстана уехал в Москву первым замминистра строительства всей России. Ну да, на самом деле, когда ты работаешь так далеко, и важно свою команду все-таки собирать, кому ты доверяешь и знаешь, что этот человек сделает хорошо и добросовестно Да. это, поэтому я поддерживаю такие И вещи. ему можно доверить. И на самом деле есть еще представители татар в правительстве. Это... Если ковырнуть каждого там, да, Только да. Да, там все татары. Просто не забыли. Надо им напомнить. Ну об вот, этом. например, самый такой явный, которого не нужно ковырять, это министр связи Максут Шадаев. Он выходец из нижегородских татар. Не знаю, как это поможет татарскому народу. Ну, тут вот немножечко гордость просыпается. Ну, пускай будет больше людей там у нас в правительстве наших. Да? Да. На самом деле Сергей Семенович тоже Собянин татарь. Кто не знал? Я не знала. Никто не знал. Я после Роксана. Следующая новость, это, наверное, больше к нашему такому дайджесту традиционному относится. Альфред Бустанов буквально пару дней назад представил книгу учительницы школы номер 80 города Казани. Ну, сейчас она уже не учит, так скажем. Составивший подробный справочник всего когда-либо написанного татарами. Ну, классно. Такие Очень энциклопедии классно. должны быть. Это удобно, когда ты открываешь книгу, и она полностью там рассказывает, где Мгм. что искать. Но суд нам сказал, что книжка на 2 языках, но обложка на русском. Да, и название книги тоже на русском, библиотека Зайнаб Максудовой. Бустанов Альфред говорит, что это сделано для того, чтобы привлечь к ней больше внимания. Пускай так и будет. Если это, мы же тоже на русском вещаем, для Да. того, чтобы привлечь больше внимания. В общем, читайте и просвещайте. Библиотека Зайнаб Максудовой. Так. Следующая новость, я думаю, новости вот на эту тему будут у нас на протяжении всего года. Потому что год переписи населения. Нас скоро будут считать. Сколько берегешь ждут алта? Миллион татар. Ну, хотя бы Бергишалтовуса. Из переписного листа, запросного листа, ну, в общем, там и не было в вопросном листе, но потом, когда считали, в общем, есть такой перечень национальностей, которые, в принципе, могут указать россияне, он составляется на основании прошлых переписей. Потому что, когда спрашивают национальность, мы же сами пишем, кто-то пишет джедаи вообще. Придурки. Ну, вы-то напишите татары. Ну, в общем, вот из этого листа убрали несколько смежных, так скажем, названий. Убрали татар-мишер, убрали татар-типтер, пензенских татар и тюменских. Кто включился только на этом моменте,
Их убрали только из перечня листа. Так-то они есть, как бы, да. Но просто им придется выбирать, наверное, скорее всего, татар. Да? Я посоветую всем выбирать Конечно. татарином себя, татаркой. Вот. Ну, на самом деле, я всегда это говорю, я это говорю еще с 2010 года, когда была предыдущая перепись. Сейчас вот совсем не то время, чтобы нам делиться. Понятное дело, что там могут быть разные корни, могут быть разные места проживания, но все-таки давайте записываться с татарами, я на этом стою и пока своего мнения менять. Я еще раз повторю, ей легко, но вообще не мешает. Вообще я татар-типтяр, вот видно, то, что исключили из переписи татар-типтяр, это вот к нам относится. Но как бы мне от этого... Ну ладно, если так, тогда ладно, окей, тогда. Так что тут 1-1. Окей, Wilson. Итак, наши братья-казахи. Можно так говорить же, да? Я обожаю казахов. Мы якутов обожаем и казахов. Да. Не знаю, у нас такое теплое отношение к ним. Они сделали невозможное, что не могли сделать татары. Они отстояли двух парней, китайцев, уйгуров. Да, из уйгуров. Вот. И они молодцы. Да, мы про этих ребят рассказывали уже в одном из предыдущих выпусков. Это ребята, родители которых в Китае, скорее всего, попали в исправительный лагерь. И у них закончилась виза, их исключили здесь из КФУ. Они просили убежище в Казани, но, к сожалению, суд им отказал. Но зато им помогли в Казахстане. И мы очень рады, что эта история вот так вот развивается. Все в кино. Отбивки не хватает, я забыла делать отбивки. В федеральный прокат выходит татарстанская комедия. И там в главных ролях Камиль Ларин, которого я просто обожаю. А ты видела этот фильм? Не, я просто вижу, Это что... так я не обожала. Я вижу Камиля Ларина и просто обожаю. Вы про Кире? Да. А знаете, кто музыку написал? К фильму Кире. Который был у нас в гостях. Ну, на самом деле, Эльмир пишет музыку сейчас, по-моему, ко всему, что происходит в Татарстане. Если он напишет саундтрек к переписи населения, я не удивлюсь. Вообще очень классно. Очень классно, да. Пускай у него музыка будет у него всегда... Где-то красава. В общем, комедия. Да. Мгм. То есть Да, все идите в Каро Арт. Если в вашем городе нет Каро Арт, езжайте в соседний город, где есть Каро Арт. Давай, перебивку. Это любимая новость Лейлы, поэтому ее прочитает она. Блин, они со мной не едут, короче. Дуслар, 1 февраля будет межрегиональный чемпионат по татарским настольным играм. Я ненавижу настольные игры, но это же межрегиональный Это же чемпионат. татарский, Татарский. 1 февраля будет в Екатеринбурге. Время есть, покупаем билеты, регистрируемся, делаем команды, рвем всех. И, ну, короче, татар делают татар. Но ребята молодцы, они давно... Ты сейчас про что рассказал? Татары делают татар. Да, если только что люди включили, да. На самом деле, ребята молодцы, они давно уже рассказывали про этот проект. Наконец-то его воплотили. И надеемся, что у них все получится хорошо. Играйте в настольные игры. Тут у них будет сразу 4 настольных игры. Тодорща мафия, Ундервуд. Знаешь такую игру? Ундервуд. Знаешь? Я тоже не знаю. Тимсах. Значит, крокодил. Ну, кстати, Ая. Милли Хазине, сокровище нации по подобию игры Добль 2. Здорово, удачи и побед. Беззвучно. И такое бывает. Ребята, которые в прошлом году издали произведение Раиль Схак Залиха на татарском языке, теперь издают ее на русском и снова собирают деньги. Всю жизнь протянутой рукой. Говорят про нас. Вообще очень классно, что есть люди, которые всегда готовы вкладываться в это. Но им на самом деле нужно немного. Я сейчас прочитаю, сколько им нужно. 223,5 тысячи рублей всего лишь. Это чтобы издать 2000 экземпляров. На самом деле интересно, что вот это произведение Залиха никогда не издавалось на русском языке. Это нонсенс. Оба. Представляете? Просто. Ни один русский человек не прочитал это произведение. Что татар тоже, наверное, не читали. Что? Есть татар, которые не читали. Вон они смотрят сейчас. Всем привет, я в ваших рядах. Что? Ты меня выглядишь... Я, скорее всего, читала, но вообще хотя бы... А кино Корасан это засчитывается? Да, наверное, многие смотрели фильм. Есть фильм режиссера Рамиля Тухватуллина, в главной роли Ильсея Тухватуллина, роли второго плана Диляра Тухватуллина. Что?
что-то. Индира. Саундтрек решат, Что произошло? они шелтрат. Ну, выключи. Все, правильно. Они гафуют сумрак шалтратырсың. Не, потому что все активизировались, что-то на час пропало, считай. Итак, в Казани установят мемориальную доску композитору Саре Схара. Садыковой. Я не могу на русском это имя произнести. Как это будет? Саре? Саре, да, Садыковой. Все. А есть у нас такой замечательный композитор, какой музыкальный выпуск у нас, да? Знаете, что я узнала? Я недавно была в театре Камала и присутствовала, узнала, что она раньше была просто певицей. И из-за того, что Салих Сайдашев не успевал написать ей мелодию, она сама за ночь написала себе мелодию. И с тех пор она И стала... понеслось. И 400 песен татарских. Прикиньте, то есть она была певицей, и потом ни с того ни с сего сама написала одну мелодию, и Салих Сайдашев сказала, что ты талантливая, давай-ка ты тоже пиши. Вау. Как важно, да, вот чтобы в твоей жизни появился человек, который сказал, как ты талантлива. Да, да. И мне очень нравится Сара Садыкова, и действительно считаю, что мемориальная доска должна быть, и памятник уже должны поставить. Сколько уже можно тянуть? Памятник, на самом деле, должны были поставить еще в 2007 году. Его разрешили, было постановление о постановке в 1997 году. В 2007 его отлили, он отлитый, есть где-то в Казани хранится, но нет разрешения скульптора на установку. На самом деле не могут найти место для этого памятника. Вот где бы ты хотела увидеть этот памятник? У себя дома. Не, у меня мало места дома. Слушай, какой интересный вопрос. Ну, возможно, где-то возле БКЗ. Да. Или возле оперного театра. Но она была солисткой оперного театра. Ну, Ленина, что ли, не подвинешь? Ленина? Ленина не подвинешь. Не, ну пускай тогда вот Ленин мандатора, а манда вот около Миниханов Щиткан Юрий. Трандам. Или Возле консерватории. Или Хариет Янанда. Анда Урампауна. Так что думайте, вот мы вам идеи накидали, да? Дам дальше расхлебывать сами. О, ужасные новости! Еще одна новость, которую обсуждают уже все последние несколько недель, это обновление нашей Конституции. Вот никому она не мешала, а теперь... Кому-то одному человеку помешало, да? Не будем называть это имя. И создана же рабочая группа, которая меняет эту Конституцию. От Татарстана в нее тоже вошел один представитель. Это бессменный, непотопляемый Фарид Мухаммедшин, глава нашего Госсовета. В общем, рабочая группа предлагает... Все знают, что в Конституции есть такое понятие, как многонациональный народ. Да. И вот эту вот самую незыблемую строку Конституции хотят поменять и заменить на новое словосочетание «международная российская нация». Мне кажется, вообще, это да. вообще нельзя такого делать. Это просто меняет все на корню, смысл меняется. Международный звучит как, типа, вот есть же международный, межрегиональный. Многонародная. А многонародный. Многонародная. Это уже по-другому. Это уже можно подумать. Ну нет, ребят, Соглашан, нет. соглашан. Да, ну нет, нельзя так делать. Не, а что, прикольно же, у нас международная Россия. Ну что, Америка, что ли? Много. Ну, в общем, все сводится к тому, как и федеральная политика давно... Блин, такой у нас политизированный выпуск, капец. Все, Музыкально политизированный выпуск. А российская нация. Все сводится к тому, чтобы оставить в России российскую нацию. Мгм. Ну, пожалуйста, но татары все равно останутся. Куда мы денемся? Давай, перебивка нужна. Такая новость вам под занавес. В Омском медицинском колледже одной из студенток запретили посещать занятия в хиджабе. Вот так вот. Вся новость. Нужна перебивка. Просто осмыслите эту новость, еще раз в голове проговорите, что в Омске девушки, ученицы, студентки запретили приходить на урок в хиджабе. Вот. Почитаем ваши комментарии. Надеюсь, вы пишете. Сейчас У нас есть на это время, да? Ну, 5 минут шудилинг, шитёс вананда. Здорово. Ты пока говори, что. Короче, очень интересный для нас опыт прямого эфира. Надеюсь, вам он понравился, и мы будем такое практиковать, звать гостей, общаться с ними. Вот, и... Напишите, может, вы кого-то хотите увидеть. Потому что, смотрите,
такое живое общение, но не смонтированное, с живые эмоции. Это круто. Так, Таушев Софи. Вот. И Хаосу будет читать ваши комментарии классные. Сіз көрінмейсіз, все в черном деген, Айнур. М? Тут реально все в черном. Да, меня тоже yazarlar. Нет, что Ну, хотя бы слушай. Те, кто устал смотреть на нас, слушайте. Да, Селям Козлар, привет, красавец, и Сямисис, Рахмат Сергей Булек еще. О, мультипультина барып жеткен. Или ол просто рахмат деген. Может быть, то, что ему отправили. Иә. Вы еще не появились? Да, вы Нет. там не видите? Нет, тут все черное. Привет. Всё равно всё чёрное? Да. Офигеть. Ну все, это, видимо, звонок сорвал. Думаю, интересно, давно мы так? Лилия, мы 15:59, так, недавно. Мгм. Кадрлы Козлар, прошу вас обратиться к моему директору, который не хочет отпускать меня в Сириус. В Сирию, может быть? Сириус, это в Сочи есть такая. А, я думал, в Сирию. Ладно, друзья, смотрите, спасибо, что посмотрели нас. Мы в темноте. В комментарии ответим мы уже письменно. Спасибо большое. Вы лучше всех. Но только Бу Лейля. У Лилия Тугель. Ол Лейля. Может, ждут Лилиан Мулгалиеваны? Все, заблокировать. Кім оланда Розалия? И ол сенің әнең белән бірге оқыды. Я раз. Мен Лейлия. Ребята, всем спасибо. Они нас не видят же, да? Спасибо, что посмотрели. Они нас не видят. А вы не видите, что здесь происходит? Та-дам! Барығызға да бек зор рахмет біздің белән болған үшін. Бұл шығарылышны әнегізге көрсәттіңіз, әтегізге көрсәттіңіз һәм абыйығызға көрсәттіңіз. Аларға бик құшар деп ойлаймын. Қазақтарға сәлем. Супер, Козлар. В прошлый раз вы что делали, чтобы завершить? Не знаю. Не знаю, заверши так, чтобы сохранилось. Вот, кстати, блин, курим коем вода посра. А? Білмесем маған бер. Давай сюда, аккуратно. О, привет. Темнота. Так, прямой эфир. О, мне как раз пишут. У нас потрясающая новость. Приглашаем тебя принять участие в чемпионате по татарским настольным играм. Ну все, на крысик нажимаю, наверное, да? Давай. Ты напиши, типа, если